Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришла солистка театра оперы и балета Екатерина Захарова. Екатерина, здравствуйте. Доброе утро. Да, спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. И смотрю, у вас всякие вкусности. С чем вы к нам сегодня пожаловали? Что будете готовить? Мы сегодня будем готовить меренговый торт. Меренговый торт. Звучит Да. прекрасно. Да, это, по-моему, такое очень модное нынче блюдо, да, десерт модный. Но его обычно подают как меренговый рулет. Ну, мы немножко изменили, чуть попроще сделали меренговый торт. Сразу вопрос. Вы любите готовить? Да. Любите готовить? Да. Ну, то есть вы уже давным-давно набили руку на меренговых тортах? Ну, не совсем набили руку, но готовлю, бывает. Готовите, да? А сколько времени обычно требуется? Ну, то есть Ну, по-разному. по-разному? Да. То есть, как я буду, в каком темпе я буду работать. То есть Ага. на подготовку всего этого, там у меня дома весы, там это все измерить, там Ага. взвесить, на это, да, уходит иногда время. А на И саму- второй вопрос, почему выбор пал именно на, ну, как бы это же десерт, да? Вы любите вообще десерт? Ну, я сама не очень люблю десерты. Ага. Ну, если сравнить с другими десертами, да, то, наверное, это такой, более-менее такой безобидный для фигуры, М. да. Ну, то есть он попадает в канву модную, как бы там, сейчас же ПП, все дела, там правильное Да, питание. если не учитывать того, что там много сахара, Так, то да, там, потому что это состоит из белков и Хорошо. творожный сыр, да? да, давайте приступать. И Да. сразу следующий вопрос. Да, с чего, как бы, да, объясните, С чего мы пожалуйста. начинаем? Что нам нужно Начинаем делать? мы Что вам нужно делать? Да, вы? разделять белки от белков, белки от желтков, Давайте Да. приступим. То бишь яйца. да. Да, Семен может затем- вам помогать. Вы... Затем мы должны их взбить вместе Вот, с... миксер у нас да, есть, кажется. вместе с сахарной пудрой. Мгм. Мгм. Туда нам нужно примерно 250 граммов белка, это примерно 7 яиц. Да? 7 смелых. Да, 7 яиц. То есть именно подходят белки. Да, белки. Желтки мы откладываем из Когда нам желтков. яичницы сделаем? Ну, мы можем Бог пускай. яичницу, но это будет такая калорийная яичница. Кстати, ну, наверняка все знают, ну вот про яйца же ходят всевозможные эти ассоциации именно как бы людьми ваших профессий. Поют, там, яйца глотают. Вы помните, там, с Любовь Орловой, по-моему, да-да-да-да. фильм? Правда Ну, это или нет? Это миф, да? Да, это миф. Не помогает ни разу. А что помогает? Помогает хороший сон, наверное. Ну то есть Да. как бы еда ни при чем. Можно Ну, кушать всё, еда, да, еда, главное не голодать, да? что- Так. Да, не голодать. Ну и так, быть осторожным с острыми, с кислыми, ну, Мгм. такими, которые могут повредить связки. Они даже может так произойти. Ну да, газировка, там вот это вот. А то, когда что- вы сказали хороший сон, это, ну, скорее всего, это просто режим. Да, это высыпаться, режим, отдыхать. Режим, да, потому что если мы не будем высыпаться, то у нас не будет тонуса в организме. Мгм. Это Ну, потому что плохо. это связано с физическими нагрузками, Да, у нас- психологическими мы нагрузками. как спортсмены тоже, у нас голосовые связки, это же мышцы. Да, своего это же рода музыкальный мышцы. инструмент. Да, это Я потому что с недавних пор начал относиться к людям, которые поют. Ну, я думал, ну что, пришел, спел, ну подумаешь, да. Оказывается, человеческий организм это своего рода музыкальный инструмент. Да, это музыкальный инструмент. Так, Хорошо, давайте взбить. ага. Ну, Аккуратно. аккуратно. Поэтому у нас аккуратно. есть фартуки, которые новые нам, кстати, сделали просто вкусно. Ну, вот мы взбиваем, взбиваем. Да. Потом начинаем добавлять сахар. Ну, Сахарную пудру? да, сегодня я взяла сахарную пудру. Ага. Обычно это можно делать просто сахаром. Тоже на глаз добавляете, либо это все надо добавить? Нет, это сахар у нас, если у нас 250 примерно, ну, 7 яиц, Мгм. то сахар у меня здесь 350 грамм. Довольно много, Да, довольно много. довольно много. Ну, как бы этого десерта, наверное, много и не съешь, Ага. да? Екатерина, тогда такой вопрос, ну, такой общий. Так, у меня Как рука вы это начали встала. петь и вообще, как вы дошли до жизни такой?
Как я начала? Ну, Да. как Ну, то я есть, начала? когда вы поняли, что вы готовы связать свою жизнь, ну, вот. А, Вообще я пою с детства. Сколько себя помню, столько я пою. Ну, скорее всего, да. Да, первый мой выход на сцену, это мне было 3 года, я в каком-то конкурсе участвовала. А вообще, сколько себя помню, да, вот лет с 5 я уже знала, что я хочу быть оперной певицей. Оперные сразу. Да, оперной певицей. 5. У вас 5 лет. родители поют или как? А, Это же ну, пятилетний ребенок, ну откуда знает, что это оперные певители? ну, в кругу общения моих родителей были люди, да. Например, Нина Николаевна Чигирева, она была, да, подругой, знакомой. Ну все. Как не была, а есть, да, моей мамы. Ну то есть вы увидели, как... Ну да, у меня примеры были. Потом Ну-ну-ну. Телевизор тоже, да. канал «Культура». Нет, не канал А, культуры. шутка. В Тогда моем не было. детстве не было Да, я канала шучу. культуры. Ага. Мы обходились 2 каналами, где часто показывали, ну, трансляции были классических балетов, концертов, детских конкурсов. Ну я да. помню, были времена, когда сплошь и рядом «Лебединое озеро» шло по телевизору. Да, Да-да-да. примерно так, да? Примерно так, да. Ну и у нас дома был проигрыватель, пластинки, то есть все. Ну то есть вы росли в такой среде, в такой семье, где все было подготовлено, что вы приняли для себя решение, все, я буду оперной певицей, больше никем. Да, ну вот я сколько себя помню, так и было. А что нужно? Каждый человек может вообще так, либо это все-таки что-то нужно, божья какая-то искра, талант. Ну, не без этого, да. Но Петь-то можно, я думаю, научить практически каждого. Если, yes. Так. если нет прям сильных Даже если ему проблем. 50 лет почти. Да, даже если 50 лет. Хорошо. Так. Но профессиональным артистам, да, Ну чтобы на сцене и за это деньги еще платили. да, Да. таким, чтобы стать, нужен психологический какой-то, наверное, психологически должен быть готов человек и характер должен быть. Ну то есть то, что мы называем желание и мотивация. Да, кроме каких-то актерских Еще и актерская жена. способностей, Да, да. Ну, именно если это как касается оперы, да, потому что мы же актеры. Но вы же не просто стоите перед Да, мы не микрофоном, вы просто еще перед исполняете что-то, микрофоном, да, да. вы показываете эмоции, да, вы артисты. Да, мы артисты, мы должны уметь вживаться в роль, проживать наши судьбы наших героев. Да? Вот. Это одно из таких, наверное, главных. Родители были рады? Ну вот, пятилетняя девочка говорит, мама, папа, я буду оперной певицей, больше никем. А вдруг там юрист, врач, физик? Нет, у меня такие родители, которые в мою жизнь они не вмешивались. Круто. Полная Да. свобода. Ну как полная свобода? Ага. Я и не была таким ребенком, который просил свободу, да? Я с 6 лет училась в музыкальной школе. Откуда вы родом? Я из Амгинского УЛУСа, пошла там в музыкальную школу. Я вставала в 6 утра, занималась фортепиано. Я была как будильником для соседей. Им, чтобы встать в школу, не нужен был будильник. Офигеть. Ну, так, Еще. Пойдет. да, еще надо. Давайте я Еще. попробую. Давайте. Да, давайте и вы. У меня рука Давайте. уже устала. Рука рубить колоде стала. Да. Пили, школу закончили и... Ну, я в школе как пианист училась. Сольфеджио. Ну, фортепиано, да? Фортепиано, Да, да. потом со мной стали заниматься вокалом и сразу в академической манере. Ну, я так понимаю, что, видимо, у меня голос как-то был поставлен с детства, потому что еще в садике руководитель музыкальный наша говорила, ей надо в оперу пойти, ей надо петь в опере. Вот. Ну, то есть все это как бы изначально как кирпичик кирпичиком закладывали Да, вас, да. что вы подготавливали. Потом после 9 я поступила в Якутский музыкальный колледж, тоже на фортепиано. Там меня уже знали, то, что я пою, и уже порекомендовали параллельно учиться на вокал, на вокальном факультете. Вот, пошла туда. После окончания колледжа поступила в Новосибирскую консерваторию.
Это у меня тоже план был такой с детства, что я поступлю в музыкальный Консерваторию. колледж, А сложно вообще потом в поступать в консерваторию? консерваторию. Либо человек поет, говорит, а, ну все, это годится, пойдет. Или как? Нет, ну, там все Ну, проверяют. все равно же конкурс. Вполне, да? Да, конкурс большой. Ну, от года в год, конечно, по-разному бывает. Но я уже тоже была знакома с консерваторией, потому что я ездила туда на конкурс, Мгм. познакомилась с педагогом своим будущим. Она сказала, приезжай, все хорошо. Приехала, сдала экзамены, попала 15 человек, по-моему. Ну так не слабо. Да, ну это там, ну, около 100 нас, по-моему, было. Из них вот 15 осталось, может больше 100. Потому что вот в последние годы конкурс бывает такой. Ну, около то есть 100, больше туда надо прийти и показать, как ты поешь. Так? Да, причем в конкурс идет несколько дней. То есть одну программу они, я не помню, мы, по-моему, 3 дня пели. Один раз пришли, прослушались, как бы они с нами разговаривали, и потом 2 дня были уже как первый тур, второй тур. И одну и ту же программу ты поешь 2 дня подряд. То есть они там смотрят и на выносливость тоже. Потому что кто-то в первый день споет, во второй день приходит, уже Никакой. не так, да, у него уже немножко подустал, психологически, может, устал, может, вообще не пришел. Ну, иногда так тоже бывает. Да. Опоздал. Да, Так. то есть там они следят за этим. Да, я думаю, хорошо, Вау. да? Так, продолжаем. Мы должны Продолжаем добавить писать. Так, это Нам нужно крахмал. добавить теперь... крахмал. Теперь мы Это добавляем сюда крахмал, да. Ну, достаточно взбили. Вот Достаточно. смотри, вот он уже, видите, стоит. Да, он уже как так называемые Дошел птичьи до- клювики, да? Да. Птичьи Мне кажется, уже клювики. так можно кушать или нет еще? Это Нет, рано, да? еще нет. Добавим крахмал. Добавляем крахмал. Это примерно у нас грамм 25, Это у нас да? 40. 40. Да, 40 грамм крахмала. Так, потихоньку начнем. Потихоньку, потихоньку. Вообще крахмал, в принципе, хорошо, что мы в на фартуках. первом. Да, да, Да. да, да, да. Вы представляете, да, что у меня дома творится? Ну да, это как бы Хотя я после себя уже смотрю. Первый раз, да, было так, что у меня вот так вот все. Да, Взрыв- когда я взрыв, да? впервые начала действовать с крахмалом, начиная от открытия этого пакета, я же не ожидала. А сахарную пудру я недавно стала использовать. Я обычно сахарную просто с ним... Сахарную пудру тоже же вот так открываешь, она сразу бум. Да, 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 Ну. да. Просто вот обычный сахар, он дольше его, он пока там растает. Да, 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 да. Ну, так, лучше уж пудрой, да? Да. Вот. Итак, мы остановились на ваших вступительных экзаменах. Да. Давайте продолжать нашу беседу. Ну вот, значит, Поступили. одно из главных, да, вот это вот сдать, спеть, потом сдать другие экзамены, выставляются Которые вы, общие скорее всего, баллы. легко, Ну, русский. да. Ну да. Я Зачет. никому не сказала, что я была пианисткой. И, то есть, там немножко другие уровни спроса, да? И, то есть, мне было достаточно легко дались другие теоретические экзамены. Вот, ну все, да. Так, теперь мы это... ну, это Теперь вот это надо облизать, я хотел можно, сказать, ничего ну ладно, страшного. нет. Так, потом мы Да. им забьем крем, да. Хорошо. Так, теперь мы перекладываем. Может, вы? Перекладываем. Для того, чтобы потом быть, да? Да, чтобы потом это все нам удобно было формировать наши коржи. Итак, вы учились, никакого психологического барьера у вас не было, уехали. Окей, соберу-ка. Сколько лет надо было учиться? 5 лет, 5 лет. да, Так. как во всех высших. А чему учат? Заведение. Ну, поете с утра до вечера. Нет, Нет. поем мы раза 3-4 в неделю. А остальное время? Остальное время, ну, там у нас География, есть, история. есть, да, всякие мировые культуры, история зарубежной музыки, русской музыки, Ага. современной музыки. Которые вы, скорее всего, и знали уже в школе. Уже прошли. Вы же в Ну, музыкальной школе, Ну там, да, ну там материал-то большой. да? Нам Да. это больше не понадобится. Нам это больше не понадобится. Материал, Это вот так? Вот так. да, это можно, да, Помочь? да, вытаскивайте вот И вот сюда. сюда. Да.
Давайте. Да. Я думал, если учат петь, то с утра до вечера поют, все. Нет. У Да? нас там, кроме этого, есть оперный театр, камерное пение. Что такое камерное пение? Там мы учим эти романсы. Ну, то есть у вас никогда не возникало желания, ну, стать, допустим, эстрадным певцом? Нет, Почему? не знаю. Эстрадные же, ну, как бы для в общей массе это же как бы круче или нет? Ну как круче? Ну, не знаю, но как бы они популярнее. Я понимаю, есть Паваротти, есть Майкл Джексон. Кто круче? Так, вот это вот тоже можно убрать. М? Майкл Джексон или Паваротти? Да. У каждого свои. Ну, у каждого свои плюсы. Это две легенды, Ну, да? То есть, ну, не все становятся легендами такими. ну да, да, их же единицы. Да, поэтому тут, не знаю, То есть это Я вопрос, кто никогда- сильнее, медведь или акула? да. Хорошо. Я никогда к этому Серьезно не вопросу так относились? относилась, Ага. Хорошо, ну ладно, это я так пошутил. Учились 5 лет. Дальше? Что было дальше? Потом, после окончания, я приехала работать в театр оперы и балета. Так, мы сейчас это ставим запекаться, да? Да, мы запекаться ставим на 150, 150 градусов. А 15 ты можешь минут. оба Нет, унести не сразу, да? 15. Или... Сколько? 40 минут. Мы сначала берем сливки 33%. Тут тоже где-то 300 грамм, миллилитров. Так. Мы их начинаем взбивать. Да? Кёрчах делаем. Делаем Кёрчах. перевзбитый кёрчах. Перевзбитый. Ну да, потому что это немножко гуще, чем кёрчах. Кёрчах да, у нас да. воздушнее, да? Ага. А тут получится гуще, чем кёрчах. И еще добавите вот творожный сыр. Да, потом добавим для густоты, для такой лучшей консистенции, для кремовой консистенции. Вы добавим. упомянули, что пришли работать сразу в театр оперы и балета. То есть Да. вы знали, что вы будете трудоустроены или как? Ну, на 5 курсе зимой я приехала на прослушивание. Да? Ну, так как я местный кадр и училась в колледже, а там бывает так, что в То есть колледже по работают, этой да. линии вас уже знали, что Да, такой меня человек уже есть, и там- на галочке держали, на Да, карандаше. держали Так, да? уже с тем. Я когда уезжала, мне сказали, ну возвращайся, да. Я уже приехала зимой и прослушалась. Спела 2 арии. Мне сказали, хорошо, приезжай. Годится. Да, годится, но весной еще раз будет прослушивание. Ну, уже как по Второй правилам. экзамен. Да, как типа обычно так бывает. М. Я приехала закончила, и до осени я ждала, когда же мне позвонят и позовут на прослушивание. Ну, летом я после приезда, я к ним сразу съездила, сказала, все, я закончила. Вот диплом. Да, вот диплом. Ну, второго прослушивания не было. Я в конце августа мне позвонил дирижер, сказал, у нас выезд, поедете с нами. Это уже как зачтется уже в работу. Не вру. То есть вы А еще не прослушивание? То есть вы не подписали никакого контракта, просто вас Да, позвали. ну потом уже в сентябре я уже подписала. Ага. Вот. И вы поехали. Да, я поехала на гастроли, спели концерт. Вот. Ну, с тех пор я в театре работаю. Как казалось бы просто. А вообще всем так везет или это... Ну, я думаю, нет. Потому Нет, что да? в любом деле есть такое, как везение, да? Быть в нужное время, попасться нужным людям. Нужное время, нужное место. Нет, Да. ну смотрите, я сейчас к тому, Что-то что там у нас часто бывает Что-то так, попало. что у нас многие люди, вчерашние выпускники, ну, я не беру конкретно вашу профессию, да, Ага. но, допустим, я физик, какого-то черта я стал телевизионщиком, кто-то доучится 5 лет экономисту, там другими вообще делами занимается. Вот, я к тому, что многие выпускники уже идут
чтобы становиться артистами театра? Ну, немногие. Ну, то есть можно 5 лет проучиться в какой-то консерватории, а потом раз и пойти в плотники. И такое бывает. И такой, не, ну такое, да, жизнь-то как бы непредсказуема. Жизнь, да, все бывает разная. Ну и потом не все, кто закончил консерваторию, имеют талант и способность стать солистом, да. Кто-то идет в хор, кто-то создает свой ансамбль, там идет или в ансамбле какие-нибудь. Пойдет да. в эстраду, или либо людей пойдет учить петь. Да, Такое. многие идут, да. Вот это надо сюда добавить. Так, мы туда вот засыпали сахарную пудру. Теперь мы должны добавить сыр, Творожный. сыр. И это надо медленно все. Сейчас будет брызгаться. Да, Как хорошо, что у нас фартуки есть все-таки. да. Надо И на это до маленькой такого до кремообразного состояния нужно взбить. Все. Мне кажется, у Семена получится. Да, а мы, я а мы думаю, с вами проговорим. Итак, вы поете уже как долго? 10 лет. 10 лет. И сразу солисткой. Да. Ну, то есть, потому что же есть еще и... Хор, да. Ага. Ну, сразу солисткой у меня как-то не было такого, в голове не было вообще мысли, что пойти в хор там, или еще что-нибудь. Ну, не знаю. То есть вы солистка и все. Да, я солистка и все. А что нужно иметь, что нужно делать для того, чтобы стать солисткой? Ну, то есть, мало, наверное, просто партии все знают. Ну, не знаю, быть исполнительной, наверное. То есть выполнять все, что требует режиссер, дирижер. Ну и свои какие-то эмоции вкладывать, свои доработки, да. Нужно, кроме того, что мы просто учим текст, просто поем, кроме этого у нас еще идет работа, которую не видит ни режиссер, ни дирижер, да, то есть домашняя такая у нас работа. Домашнее задание. Да, мы готовимся к спектаклю, то есть прорабатываем образ, прорабатываем эмоции. Если это какой-то исторический герой, да, то мы читаем об этом герое, да, можем прочитать. Если это не исторический сюжет, то можно просмотреть кучу вариантов этого спектакля, разных интерпретаций, то есть и что-то я из всего по чуть-чуть что-то вбираю, добавляю что-то свое. То есть над образом нужно работать, потому что у нас зритель же не приходит на хорошее пение. Да? Для зрителя в первую очередь это эмоции, которые он получит, да? Как он поймет, вот его переживания. Я думаю, это главнее для зрителя, чем просто вот суперское звучание, супер пение, да, отличное. Вот. И чтобы зрителю полюбился спектакль, чтобы он еще раз пришел, да, полюбился солист, думаю, очень важно проработать такие актерские, да, образ. Да. Вот. Ну, крем у нас получился. А сколько обычно, в репертуарном плане, для вас партий? То есть их же надо знать все? Да, их, не знаю, больше 10, там, 15. Больше 10. И каждый год новое что-то? Ну, да. А есть партии, которые вы еще готовите себя, мечтаете, либо... Конечно, есть. Да. Да, у меня нет такого, чтобы я успокаивалась. Я очень неугомонный человек. То есть, Все больше и больше. да, если на работе ничего не задают, никаких нету пример, то я нахожу что-нибудь сама и потихоньку это учу возможно, иногда бывает для себя. Совершенству нет предела. Нужно в пении. Да, в пении тем более, потому что это такой аппарат, ты никогда не знаешь, как он сегодня будет звучать. Ты просыпаешься, и ты всегда так, голос есть, да? Сегодня будет хороший день. Да, сегодня голос, слава богу, есть, потому что бывает так, что не выспишься, что-то там перетрудился, да? Перенапрягся. Да, или мозги об этом другом думают, какие-то, может быть, да, бытовые какие-то. факторов очень много. Даже так. Да, факторов очень много, поэтому каждый день для нас
несет какие-то новые Ну да, потому что, задачи. ну, будучи артистом, нужно же действительно эмоции передавать, характеристики героя. А вдруг ты в голове какие-то проблемы, что-то там, да, кредит закрыть, черт побери, Нет, я об этом не ипотеку. думаю на Ну, работе. не, я имею в виду условно, там, ну, Да, все что угодно может разные быть. проблемы А на могут сцену быть. вышел, будь добр, ну, будь Да, Чио-Чио-сан, да. и все, больше никем. Да, Так? Да. Да, а тогда следующий вопрос. Вот есть некий выбор у режиссера. Ага. Как выбираются роли? А этого я не знаю. В смысле, А, у вы- режиссера как? У режиссера, да. Ну, допустим, вот, ну, допустим, собирается поставить некий спектакль. Ну, это же мы Там не Борис знаем, Годунов. Кто, как Нет, ну а как вы считаете? Ну вот вам как достаются роли? Вас зовут, говорит, ну, иди сюда, ты вот сейчас будешь петь или как? Нет, у нас такого нет. У нас Хорошо, каким га- образом тогда выбираете? готовится спектакль. Ага. И, ну, если мы говорят, будет такой спектакль, если нет, то Будем уже- ставить. Да. Обычно издается Евгения приказ. Онегина. Да, вот будет Евгения Онегина у нас в марте. А, да? Да, 2-го, Откуда я 3-го знаю марта. это? Черт. Ой, Да, у нас будет я Ага. готовился к передаче. в марте Евгений Онегин. Ага. Премьера будет, новая постановка. И, ну, например, к нему издали приказ, такие-то, такие-то, такие-то учат такую-то партию. И Мгм. мы начинаем готовиться. Но иногда бывает так, что, вот, ну, я говорю, я всегда к чему-нибудь что-нибудь доучу. Иногда бывает так, что я уже знаю, например, да, это, потому что учила. А иногда бывает, что достаточно короткие сроки бывают, так что нужно все это выучить. Поэтому мы сами, ну, никто не подзывает, не говорит, так, у нас будет это, готовься, такого не бывает. Да, ну то есть собрали труппу и торжественно объявляют так. И роль Евгения Онегина. Ну, примерно так. Ну, Примерно. издается приказ, да, высылается в группу, сейчас все легко и А, ну просто, да, да, в WhatsApp, да, и да-да-да. мы все видим, кто что поет. А, Да, ну, у кого есть вопросы, почему меня нет, конечно, может быть. Ну, могут возникнуть, да, да. потому что, ну, кто-то там первые партии, кто-то солист, кто-то там главная Да. роль, кто-то второстепенная. А почему не я? Ну, вот такие же вопросы все равно же возникают. равно есть, Когда да. же меня выберут? Я же так хорошо Да. пою. Кажешь, ты Ну, думаешь. как-то в таких случаях можно выучить и сказать, можно я тоже попробую. То есть, М, да. Нету такого, что тебя вычеркнули насовсем. м. Все равно возможность дается. Ну, то у есть, нас- хорошо, тогда с точки зрения режиссера, допустим, есть же режиссеры в кино, допустим, да, которые любят работать с теми или иными артистами, любимчики некоторые. Любимчики режиссера. Ну, да, наверное, есть. И Ну, да- и да, и нет. Да, я вот не люблю, когда говорят любимчики. Мгм. Как режим? Так, это мы режем, Так, не отвлекай. что-то мы режем для украшения наверх, да, несколько вот штучек 5. Их можно пополам или по И четвертинкам. классически вот так наверх Да, положить. а для украшения внутрь это штучек 5-6, ну, такими небольшими кубиками Мгм. для наполнения. Внутрь. Хорошо, вы ушли от ответа, ладно. Это такой очень щепетильный ответ, Мгм. потому что, ну, и вот я не люблю любимчики, Мгм. потому что есть люди все равно готовятся, да, кто-то есть вот, когда человек работает Мгм. хорошо и он реагирует на все быстро, а есть, когда немножко тяжелее это идет, да, Мгм. и это, конечно, тоже играет роль. Поэтому я Хорошо, считаю, тогда вопрос об оценке вашего труда. Вы уже 10 лет поете. Я знаю, что вы стали дипломантом недавно международного конкурса. Как часто вообще конкурс происходит и все прочее? А. Расскажите, пожалуйста, об этом. конкурсы проходят достаточно часто, но возможности туда у нас съездить не так часто появляются, потому что мы живем очень далеко, съездить на конкурс. Логистические да, факторы никто не отменял, Да. к сожалению. съездить на Дороговизна конкурс. билетов и все прочее. Да, это одно, это главное, наверное, дороговизна билетов, проживание, да. Ну да, да, да. Плюс еще в том, что пока мы долетим, нам нужно отдохнуть, перестроиться. То есть это еще плюс там 3-4 дня. Акклиматизация. Да, акклиматизацию пройти. То есть это нужен большой промежуток времени, чтобы участвовать Мгм. в конкурсе. Поэтому, Еще и сборы, как у спортсменов, ну, возможно. сборов нету. Ну, иногда вот есть такое понятие, как стажировка, да? Да, да, да. Я вот ездила в Италию, в Болгарию, но это я езжу, когда у меня не в рабочее время, когда в отпуск.
То есть на месяц, на 3 недели едешь, и ты там, тебя учат, с тобой занимаются, готовишь, если это подготовка какого-то спектакля, то тебе дают какую-то роль, ты вот над этой ролью там работаешь. Мгм. Вот. Ну, иногда бывают чисто вот занятия вокалом. Такие тоже бывают стажировки. Это вот как у спортсменов сбора, наверное, Ну да? да-да-да. Да. А на конкурсы, вот конкурсы в рабочее время уезжать, это, конечно, такое Ну дело, да, это отрыв от производства, да. Нужно минимум неделя, потому что конкурс проходит 3-4 дня, плюс к этому там 2 дня, тут 2 дня, и это уже вот минимум неделя, 10 дней. Перестройка, суматоха большого города, куда-то Да, ездить, приезжать, спать, Поэтому отдыхать, на конкурсах высыпаться. я участвую не очень часто. Мгм. Но это все равно надо, либо... Это надо. Это надо. Да. Потому что это поддержание формы и доказательство того себе, скорее всего, в первую Да. очередь, что ты чего-то стоишь и Да, это хорошо. И какой-то вот крайний такой- конкурс вот имени Федора Шаляпина, прямо тут написано. Что это такое вообще? Ну, это- Я знаю, что самый большой, по-моему, Чайковского, да? Или да, нет? Чайковского, Имени. имени Чайковского, имени Глинки есть большой Мгм. конкурс тоже. Это российские, международные. Чайковского международные, Мгм. Глинки, по-моему, тоже международный. Но он тоже очень сложный. По масштабу он не менее масштабен, чем Чайковского. А Шаляпинский — это первый международный конкурс, потому что есть еще другой Шаляпинский конкурс, но там участвуют только мужчины. М. А это такой конкурс они сделали для молодых оперных исполнителей Мгм. и женского, и мужского пола. Мгм. Вот. Но не разделили их на женщин и мужчин, как обычно бывает. То есть их в кучу. пустили всех, да, в одну кучу, под одну гребенку. Это усложняет. А как оценка происходит? Потому что, ну, понятно, да, человек поет хорошо, второй поет, ну, тоже хорошо. И как вообще выбирается? Ну, Это как- же очень субъективно, или как? Нет, Ну, ну, по мне так. Ну, допустим, борьба. Один другого заборол, все, ну, там уже. тут- И то спорят. тут тоже бывает так, что человек... специальные- Там же есть волнение, да, и Ну. там сидят... Поэтому там сидит не один человек в жюри, да, И поднимаете эти баллы 6, 0, Нет, 5, он 9, записывает это в бумажечку. 5, 8, как И в мы фигурном никогда катании. не узнаем, кто сколько поставил. В фигурном катании там всегда можно узнать, кто сколько Ну, поставил. и да? на кого можно перенести свою обструкцию. Да. А тут, конечно, такое. Ну да, иногда может быть субъективное, потому что Ну, довольно кто-то субъективно. посчитал, что вот Вот для это и- этой арии она не выглядит достаточно хорошо. Ну, такое тоже может Ну, быть. потому типаж что, не да, подходит. Типаж Ну, не допустим, подходит, например. возможно, да? Да. Допустим, Джульетта, ну, она, ну, в возрасте, ну, как бы, Ну, что-то да, не то, да, ну, например. Такое может быть, не всегда, но может быть. То есть, Ну. если будет выбор между двумя примерно равными, они уже начнут придираться ко всему. да? Или там платье недостаточно красивое. Может такое Ну, быть? нет, платью, я думаю, нет. Они не Нет, будут да? придираться. В чем угодно можно выйти. Ну, нет, ну не в Ну, чем всё равно. угодно, да, там все равно есть дресс-код. А. А если это все выписывается в положение конкурса, что одежда должна быть такой, такой, такой. Ну, то есть, как бы, некие каноны. Да. Вот. Ну, в целом они оценивают, конечно, голосовые, Ну как да. человек показал себя. Конкурс — это что? Конкурс — это волнение всегда, да? И вот это вот психологическая выдержка, вот эта вот нервная выдержка, она очень важна на конкурсе. Мгм. Меня Ну, то есть мало часто это просто подводит. спеть хорошо, а еще и выразить, ну, все вот так, да? Или как? Да, Передать ну, характер. И спеть хорошо из-за волнения тоже бывает, так что невозможно. Так, ну что ж, я нарезал. Ага. Сейчас мы что должны делать? Ну, все. Теперь мы ждем наши коржи. Да, друзья, мы взяли некоторую паузу, и мы смотрим, Семен нам несет уже наши коржи уже готовые готовы. коржи. Они у нас уже чуть-чуть уже, по-моему, отстыли, да? Да. И вот Так. что у нас получилось. Вот что у нас получилось. 4 коржа. Да, их надо бы куда-нибудь. Да. Пока убрать, да? Ну, мы здесь, наверное, да, будем формировать? Да. Сюда. Ничего страшного. Вот так вот берем. Где желаете? Так, мы сюда вот крем наполним, чтобы все было удобно и красиво. Можно? Семен, помогай. Не бойся. Итак, ну, мы много-много, Екатерина, о работе. Да. Да, знаете, у меня какой вопрос есть. А вы по жизни вообще поете? В душе? В душе? Ну, Что вы поете обычно?
Давайте доложим. А у нас не вместится. Да? Да. Ну ладно. Так. Что мы поем? Ну что, нет, конкретно вы. Пою я в караоке хожу. А, да ладно. Да. Есть любимые песни? Ну, якутские бывают песни. Мгм. Люди удивляются, наверное, да, что это происходит? Нет, Да? я же там... Нет, ну как, всегда же обычно в караоке поют, ну, скажем так, в большинстве, ну, достаточно посредственно. Ну да. А вы начинаете, то есть, «О, кто это? Бывает же Нет, такое? я же там пою как обычный человек, без... Без включения ваших Да, вокальных. без вокальных. Ну, как, Да, я вообще не люблю, когда ко мне там подходят, начинают, о, давай. Поэтому я веду себя старайтесь очень так, петь плохо, получается, или как? ну, можно сказать. Для себя, для души, да? Да, просто для души. Ну, обычно я много там не пою. Я с кем-нибудь иду, и я слушаю, как они поют. М. А для чего вам это нужно? Мне просто весело. Просто весело. Да. То есть это один из видов отдыха. А как вы вообще отдыхаете? И вообще, как выглядит ваш распорядок? Дня Да? я утром встаю, Так, зимой иду в гараж за машиной. за машиной, Ага. приезжаю, Театр. нет, не в театр, домой за детьми, увожу их в школу, Ага. приезжаю, собираюсь и еду на работу. Или в колледж, я преподаю в колледже, в М. высшей школе музыки. После работы все равно у меня другая работа. То есть если я еду в театр утром, М. то позже... Так, мы, наверное, только 3 сделаем. Вот это не будет, да? Да. Ну, смотрите сами. Когда это можно отложить, Да. да? А, так. После работы я иду на другую работу. Вот чуметь. То есть это слишком много работы. А? Слишком много работы. Ну, да, как бы, ну, не слишком много. Это моя любимая работа, поэтому Мгм. она такая. Это для души. Да? Вообще люди, у которых работа это не работа, это очень здорово, я считаю. Что нужно так работать. Ну да, как говорится, если утром сразу идти на работу, а вечером сразу идти домой, вот есть, видимо, счастье. Да? Да. Ну, скоро у нас Новый год. Как вы собираетесь это отмечать? Ну, я надеюсь поехать в Амгу к маме Угу. и там отметить в узком семейном кругу. Семейный кругу. Ну, то есть все-таки Новый год это Семейный праздник, да. семейный же праздник, да? Да. Иногда, конечно, бывает, ну, по работе мы не можем уехать, отправляем детей в Амгу, а сами остаемся, празднуем дома вдвоем с мужем. Вот. Ну, в этом году, надеюсь, получится всем вместе его встретить. Ну вот, Ну что, вот Всё. наша красота Ну, получилась. У нас получилось. Что нам нужно сейчас сделать? Порезать? и съесть. Давайте вы. Или, либо хотя бы начать Да. съедать? Я думаю, Семен справится. Да, надо. Побольше, да побольше. Я люблю сладкое. Да? Очень. Я не знаю почему. Вы считаете, что же артисты суеверные? Вы суеверные? А, в чем-то да, а Ну, возможно и перед нет. выходом на сцену свои какие-то ритуалы, что-то. У меня времени нет на ритуалов. Обычно это бывает так, что я пришла, у меня там макияж, волосы, переодевание, и все на бегу, и нету времени какие-то На- суеверия на- окунаться, поэтому не так Вообще, часто то есть это не всё сильно бывает. суеверны. Да, ничего. Я верю в то, что нужно верить в хорошее, и тогда все будет хорошо. Вот. А так, чтобы там кошка дорогу перешла, там переплю. Ну, что там, обычно все цветы обязательно забирать, что-то там, ну, какие-то вот такие моменты. Ну, да, так говорят. И Мгм. когда я цветы передариваю, говорят, что нельзя так делать. Ну,
У меня нет такого, чтобы цветы передаривать. Я их все забираю с собой и ставлю дома. Ну что, Да. давайте, друзья, пробовать. приятного аппетита нам. Меренговый торт от Екатерины Захаровой. Давайте попробуем. Класс. Я, Чай- кстати, чаек- второй раз чаек. только пробую свой торт. Почему? Ну, обычно вот заказывают, там бывает, да, кому-то дарю или... А он просто меня не дожидается. Я прихожу, там его уже нет. Очень вкусно и очень сладко. Да. Спасибо. Да, здорово. Екатерина, спасибо вам большое за беседу. И у нас такая традиция. В преддверии Нового года, передача наша уже заканчивается. Пожелания для наших телезрителей. Ну что мне сказать? Дорогие телезрители, в этом наступающем Новом году хотелось бы вам пожелать, конечно же, здоровья, да, здоровья, мирного неба над головой, чтобы все у вас получалось, чтобы все мечты исполнялись. Всем здоровья. Главное здоровье. Если будет здоровье, остальное все приложится. И позитивный дух. Друзья, а я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была Екатерина Захарова, солистка театра, оперы и балета. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Будьте здоровы, друзья, и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.